26 и 27 ноября 2022 года в городе Дубна состоялся региональный молодежный форум, организуемый региональной татарской НКО Московской области совместно с администрацией города при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. Программа 2 дней включила в себя торжественное открытие с участием руководства города и гостей, лекции и семинары на тему актуальная в национальном и национальную в актуальном, большие возможности малого бизнеса, публичные выступления и мотивация, тематические мастер-классы посещения Центра национальных культур города, а также вечернюю музыкальную развлекательную программу, интересную, содержательную, обзорную экскурсию по городу. Сейчас попробуем сделать телемост с Республикой Татарстан. Акмаль, как меня слышно? Да, тебя слышно хорошо. Хорошо. Меня зовут Хабибулин Дауд, я из города Нижекамской Республики Татарстан. 26-28 ноября в Московской области, городе Дубна, прошел форум под названием Урман-Куле, который был направлен на поднятие татарского языка не только на территории Республики Татарстан, но и за ее пределами. Это Российская Федерация и Северное и Южное Поволжье, как раз в состав которого входит и Республика Татарстан. Хотелось бы сказать спасибо всем организаторам, которые организовали такой форум. И хотелось бы, чтобы таких форумов было как можно больше, и на них собиралось не только ограниченное количество человек, а 200, 300, 400 человек. Отдельное спасибо хотелось бы сказать Фярид Шамилевичу. Это человек, на плечах которого этот весь форум был организован. Это человек, который совместно с штабом Татар Москвы организовал этот форум. И в заключение хотелось бы сказать слова нашего бывшего президента Республики Татарстан, нынешнего советника президента Республики Татарстан Минтимер Шариповича: «Бирге булык, бирден булык, кадрлы милләттәшләрем». Возвращаясь с молодежного форума, участники сели в серый повседневный вагон, направляющийся в столицу страны в типичной электричке. Из вагона в вагон проходил уличный музыкант, который зарабатывал на жизнь, играя на баяне свою музыку. Никто не обращал внимания на музыканта и кто чем занимался. У кого-то наушники в ушах были. Не тут-то было, все поменялось одночасье. Одна женщина попросила сыграть татарскую цыганку. Вот и тут все началось. Потом песню Катюшу пели. Выходила Катюша на высокий берег, на крутой. Выходила берег Катюша на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, пламенного сизого орла. Эй! До того, чьи письма берегла, до того, которого любила, до того, чьи письма берегла. Присоединились пассажиры. Людям стало интересно. Вытащили наушники из ушей. Можно сравнить с фильмом «Титаник», где обычный народ играет и веселится. А тут еще лучше было. Из других вагонов пассажиры пришли смотреть и снимать на свои смартфоны и выкладывать видео в социальные сети. И набрало видео 1 миллион просмотров. Не понимавший машинист поезда смотрел по камерам, что происходит. Отправил службу безопасности узнать, что происходит в вагоне поезда. Увидевшая ситуацию охрана забыла, для чего пришла. Стала вместе подпевать с пассажирами. Даже один пассажир, увидев разных национальностей граждан, поющий вместе со всеми, крикнул: «Такой народ не победить!» Народом мы победим! Все! У меня вот просьба. Сложно не согласиться, когда народ един, непобедим.
Молодцы! Здесь никто никогда не пел. Это первый раз, в принципе. Народом мы победим. Все. Друзья, у меня вот просьба. Если... Захватили, называется. Поезд. Поддержите аплодисментами-то все-таки. Экс-президент США, будущий кандидат президента Америки, увидев это видео, испугался и стал говорить: давайте дружить с Россией. Британские ученые обнаружили, конечно, тут не поспоришь, экс-президентом США с Россией надо дружить. Видно, человек знает многое. Президент России выразил теплые слова нашим пассажирам. И, естественно, сейчас увидим фрагменты видео. Я не пытаюсь агитировать за Россию или другую страну, я просто хочу безопасности в нашей стране. Не хочу никакого ядерного оружия, чтобы люди не боялись. США и Россия обладают 90% мировых запасов ядерного оружия, так что дружить с Россией — это хорошо, а не плохо, в том числе и по этой причине. Но они наши противники. У них сильная армия, но экономика послабее, чем, скажем, в Китае. Не хочу называть их противниками, мы могли бы сотрудничать, могли бы жить в мире. Уважаемые друзья, вы принадлежите к разным поколениям, служите в разных сферах российской культуры и просвещения, но одинаково преданы им. Стремитесь приумножать их богатейшие традиции, воспитывать новые поколения думающих и духовно богатых людей, способных воспринимать и передавать традиционные ценности, знающих и уважающих прошлое и настоящее своей страны, истинных граждан России. Как говорится, ставьте лайки. Для вас это ничего не значит, а для нас это будет приятно. И не забудьте подписаться.